Государство из-под носа уводит, так сказать, честно награбленное имущество. Деда не слушаются. Власть стреляет себе в ногу, в руку и в голову одномоментно, когда начинает убивать независимую социологию. Мне кажется, что сейчас очень хорошее время думать Беларусь. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Рода, вы на канале ТОК, і гэта нядзельны аналітычны выпуск з эканамічнай глядальніцай, таксама галоўнай рэдактаркай плана Б, Воля Лойка. Воль, вітаю. Привет. Ну што, давай абмяркуем першыя крокі Турчына у яго найновай ролі прэм'ер-міністра. Самае заўважнае, што ён зрабіў за гэты час, гэта скарачэнне спісу тавараў, цэны на якія рэгулююцца. Гэта непапулярны крок, таму што Лукашенко перад гэтым пакрытыкаваў Турчына, сказаўшы, маўляў, ну вось прапаноўваюць старыя рашэнні нашым праблемам. Маўляў, шукайце штосьці новае, а то ледзь што, адразу давайце скарачаць спіс гэтых тавараў. Тым не менш, нягледзячы на гэта, Турчын такі змяніў, прычым выкрэсліў больш за 100 пазіцый. Там засталося, па-мойму, 211 у гэтым спісе, які па-ранейшаму рэгулюецца, але тым не менш. Але я калі думала пра тое, навошта гэтая гульня, так, гульня насуперак Лукашенко, яна ўвогуле ў беларускіх умовах нерэальная. Хутчэй, мне здаецца, это гульня такая ў пары, што Лукашенко ж не можа сказаць, што я дазваляю павысіць цэны. Ён не можа такога зрабіць, ён не можа так сказаць. А вырашаць праблемы ў эканоміцы трэба. І ў Турчына іншых, відаць, ідэй няма, тому што іх, у прынцыпе, хутчэй за ўсё, няма. За гэтым трэба штосьці рабіць. Вось што ты думаешь про гэта? На самом деле Лукашенко мог на эту тему вообще промолчать. Это было бы самое простое, но я понимаю, что лично ему это дается сложно. Потому что так вербальная интервенция получилась довольно странная. Он сказал, что этого делать не надо, и буквально через 2 дня именно то, о чем ему докладывали, именно то, что вызвало его раздражение, и было сделано. Потому что вначале речь шла о том, что в несколько раз может сократиться список, но когда Лукашенко возмущался на совещании, он сказал, что вот надо же, вот хотят тут на треть этот список сократить. На треть он и был сокращен в итоге. Это вызывает, в общем-то, если не у подчиненных, то у тех, кто следит за новостями, такое, знаешь, деда не слушаются. Ну как так? Он же напрямую сказал, что за дурацкие идеи, что за старые приемчики, да? Не для этого мы вас новых назначали. Да? Ну, можно подумать, тут сильно много вариантов у того же Турчина и того же правительства. Тем более, что Лукашенко никак не пояснил свою позицию. Он был раздражен, это было очевидно. А чего он хочет конкретно, было непонятно. Потому что его возмущение, вот золотое колечко, это социальный товар или не социальный товар? Ну, золотое колечко никогда не было социально значимым товаром, не является им сейчас. Вроде бы это все очевидно, да? Вот легковой автомобиль, вот он является социальным товаром. Ну, тоже такое достаточно спорное. Спрэчнае пытанне. Да, все-таки это не предмет первой необходимости. Так, до речі, я зайшла, просто адкрыла гэты спіс, што выкрэслілі са спісу. Я Сало. была вельмі здзіўленая, так? Ноутбукі, фотокамеры, шторы, светильнікі, лямпачкі. Ты думаешь, сур'ёзна? То бок мы все вось гэта рэгулюем? То бок я Да. была пэўнена, што там реально товары першай неабходнасці. Там было ўсё. Абсолютно, абсолютно. Причем там блинчики исключили, вареники оставили. Да, ну, ребят, это правительство действительно должно заниматься вот этим. Когда замминистра торговли Вижновец рассказывал о том, сколько товаров покрывает это постановление, речь шла о том, что где-то 54% покрывает вот этот список потребительской корзины. А еще 40% это другое, это, но тоже регулируемое государством. Это тарифы ЖКХ, цены на бензин, подакцизные товары и так далее. То есть государство больше 80% цен держит руками или контролирует своими решениями. Ну, это надорваться можно, реально. Сейчас этот список, который был 54% корзины, сейчас он сократился до 45%. То есть тоже, в общем-то, сокращать еще и сокращать его, да? Допустим, вот рыба соленая осталась социально значимым товаром, а рыба копченая при этом стала социально незначимым товаром. Вот крабовые палочки исключил, сало больше не социально значимый продукт. Вот, видимо, это уже такой предмет роскоши. Ну, то есть список вызывает очень много недоумения и вопросов о том, насколько это социально значимо. А можешь патлумачыць увогуле, чаму насамрэч гэтых спісаў быць не павінна? Чаму все гэтыя цэны, якія рэгулююцца, што чым яны шкодзяць эканоміцы?
Ну, они сдерживают цены. В итоге мы имеем самые разные перекосы. Допустим, возьмем самый простой перекос, который можно взять и попробовать, если вы в Беларуси прям вот пойти в магазин и попробовать. Да? У нас есть конфеты «Красная шапочка». Значит, «Красная шапочка» есть обыкновенная, а есть «Красная шапочка. Золотая коллекция». Они очень похоже выглядят, но в цене отличаются ровно вдвое. Одна из них стоит 25 рублей, а вторая, которая «Золотая коллекция», стоит 50 рублей. Ну, как бы за одинаковые визуально конфеты это очень большая разница. А на вкус они действительно сильно отличаются. Вот те, кто ностальгирует по советским конфетам, вот они, значит, льют слезу над той «Красной шапочкой», которая по 50 рублей. Да? Это о том, как мы держим цены. Нам сказали держать цены, допустим, на конфеты. Мы будем держать цены на конфеты, но при этом у нас появится другая новая конфета, которая по вкусу как раз будет как старая конфета, но цена на нее будет новая. Потому что по старой цене старую конфету выпускать невозможно. Ее надо удешевлять, потому что не получается. Потому что себестоимость, слово, которое бесит Лукашенко, который считает, что вместо слова «себестоимость» должно быть слово «справедливость», ну, не получается. Да? Вот математически эта конфета не получается. Да? Ее надо удешевлять. Та конфета, которая за 25 рублей, заметно хуже. Удивительно, да? При разнице цен вдвое. Поэтому начинаются фокусы. Начинаются старые продукты в новых упаковках, в новых весовках, креатив и творчество. Потому что получается, что у нас формируется определенный навес. Товар этот стоит больше по себестоимости, по цене комплектующих, по цене логистики, по цене отопления, по зарплатам, которые надо увеличивать. Не получается держать цены на том уровне, который Лукашенко считает справедливым. Производитель их справедливыми не считает. Другой вопрос, что считает потребитель. Но опять у потребителя растут, судя по нашей статистике, растут реальные зарплаты, причем растут двузначными темпами. Ну, значит, наверное, и цены надо отпускать. Потому что производитель, опять, кроме производителей, есть еще торговля. Магазины начинают уже разоряться, и остановить это будет сложно. Опять, чем дольше мы держим цены, тем больше формируется навес, и когда ценам разрешают наконец-то увеличиться, так можно стало? Давай с запасом, так, чтобы компенсировать прошлые свои страдания и заодно с расчетом на будущие страдания. Потому что как оно там, насколько хватит этой оттепели, никто не знает. А як ты думаешь, дзякуючы гэтаму рашэнню адбудзецца вось гэтае аздараўленне эканомікі? Ці яно все адно недастатковае, каб штосьці было заўважнае? Ну, надо начинать двигаться. Надо начинать двигаться. Да, что смогли, я понимаю, что смогли, они пропихнули. Да, если товар предназначен для последующего экспорта, цена его контролироваться сейчас не будет. Это тоже согласно постановлению. Но при этом какие-то затраты запретили относительно себестоимости. Там не написано, какие. Но, опять, если раньше их можно было относить, а сейчас их почему-то на себестоимость нельзя относить, тоже возможны у производителей сложности. Потому что затраты есть затраты, и, в общем-то, Лукашенко там, конечно, возмущался, что зачем ездить на «Мерседесе», можно там ездить на «Запорожце». А с чего вы взяли, что совокупные затраты на этот «Запорожец» окажутся, допустим, меньше? Мы же не один день живем. Да? Есть амортизация, есть срок службы машины, есть ее грузоподъемность, есть, в конце концов, ее качество. Да? Все знают, что 10-летний Джон Дир, он почему-то производительнее и меньше ломается, чем новый Гумсельмаш. И, ну, по крайней мере, так считают те, кто на них работает. И поэтому, если в хозяйстве есть 10-летний Джон Дир, то люди хотят убирать хлеб на нем почему-то, а не на новом Гумсельмаше. Почему? Мне говорят, слушайте, как вы не понимаете? Потому что если ты работаешь на Джон Дире, у тебя есть один выходной в неделю. А если ты работаешь на Гумсельмаше, он ломается чаще, у тебя выходного в неделю нет, потому что план сам себя не выполнит, и ты работаешь тупо больше. Вот. А так оно все очень хорошая техника. И все хорошее, да? Только перекосы получаются из-за таких решений. До речі, Турчин же зараз провів опитання насельніцтва, ну, ён у працэсе, я так Я разумею. участвовала. До речі, раскажы про гэтае пытанне, што ты пра яго думаеш, тому што зараз абсолютно для ўсіх беларусаў дасяжная анкета, можна зайсці і выказаць, значыць, свой погляд, бачанне на тое, куды, у якім кірунку павінна рухацца Беларусь, што будзе вызначаць наши эканамічныя і іншыя поспехі у будучыні. Знаешь, я еще, наверное, там в 19-м или в начале 20-го года написала, что власть стреляет себе в ногу, в руку и в голову одномоментно, когда начинает убивать независимую социологию. Да? Потому что раньше или позже наступит момент, когда вам от народа
понадобится все-таки что-то спросить, да, не у того народа, который у нас Качанова отождествляет, когда можно у нее, если что, спросить, а у настоящего народа. Народ, слушай, так все-таки, как вот оно в жизни-то? Ну вот, социологии независимой нет, и получается, что Турчину приходится вот такое инициировать и публично сообщать о том, что я вот инициирую такое, значит, исследование, мне вот надо знать, что думает народ. Ну, я думаю, что у него есть какая-то гипотеза определенная, и надо, чтобы народ примерно подтвердил его гипотезу, да, то есть что-то должно происходить в Беларуси, у нас же как обычно, волевым решением, да, но у нас есть человек, который знает, чего хочет народ, да, в крайнем случае спрашивает Качанову, и тогда уже знает точно. А здесь получается, что все-таки от народа нужен какой-то фидбэк, да, и поэтому его убеждают, что это можно сделать безопасно, что это прям вот не страшно, что ничего тебе за это народ не будет, ты только честно скажи нам, да. Ну, посмотрим, какая гипотеза там будет основная, потому что вопросы такие немножко странные на самом деле. Особенно вопросы визионерские. Какой вы видите там Беларусь через сколько-то лет, да, там очень странные там, интеллектуальные державы, допустим, или там какой-то там новый, ну, типа вот новая команда там у власти. Ну, я вижу Беларусь, допустим, я не знаю, там, я вижу Беларусь членом Евросоюза, допустим, да, или я вижу Беларусь субъектом хозяйствования Российской Федерации, или я, ну, вот как-то подумать, вот она будет инновационная у нас, или она будет мирная и трудолюбивая. И ты такой, да хай такая будет, ну, как бы я не знаю, да, а какая она сейчас у меня. Она инновационная, может, и сейчас уже достаточно, да, мирная. Ну, как бы да, но это же по умолчанию, это как бы все хотят, чтобы она мирная, и те, кто хочет, чтобы она интеллектуальная была, и те, кто хочет, чтобы она там еще какая-то была. Ну, какие-то такие вот немножко философские вопросы, которые вызывают наверняка такой вопрос. А если я хочу и такого, а если я захочу интеллектуальную, мирную, не получится? Ну, как-то вот такие сложные вопросы. Я не очень поняла, что там с репрезентативной выборкой, она не получается, судя Да, по всему. сацыёлагі акурат сказалі, што менавіта метадалагічна ўсё поўны правал і нікога гэтая пытанка не будзе рэпрэзентаваць у выніку. Так, то бок мы не можам пасля ніяк неяк грунтавацца на тых выніках, якія атрымаем. А пытанка трапляе рандомна ў рукі тых, хто хоча яе прайсці. У гэтым сэнсе табе зверху спускаюць на заводзе, напрыклад, з ідэалогіі спасылку, даюць час на запомненне гэтай анкеты, і ты гэта робіш, так? Але ці будзе яна нейкім чынам адлюстроўваць меркаванне апазіцыйна настроеных людзей, ці з прыватнага сектара, ці тых, хто проста не глядзіць тэлебачанне, ці дзесьці там не працуе, ну, не будзе, канешне, так? Таму што, а як яны даведаюцца, што ёсць такая опцыя? Ну, я на нашей Ниве прочитала и по ссылке на нашей Ниве перешла, поэтому я думаю, что мы можем попытаться. Да. Ну, я думаю, что не задача стоит все-таки сделать качественное исследование. Нужен костыль, да? Нужно что-то доказать, я даже догадываюсь, кому, и чтобы не хватает политического веса доказать, словами доказать, поэтому надо сослаться на народ. А вот можа быць, всё. гэта проста дэманстрацыя такога новага ўплыву ва ўладных колах, што кшталту мы зараз будзем прыслухоўвацца да народа. Ну, дэкларацыя таго, што мяняецца палітыка. Слушай, при этом можно там BC заказать было бы исследование, и сделали бы они как надо. Ну, гэта пафасна робіцца так, што вось абвяшчаецца, што зараз мы праводзім гэта пытанне сярод Ну, беларусаў. я не думаю. Мне кажется, что все-таки есть какая-то гипотеза, потому что это прям быстро, срочно, очень надо. Вот сейчас мы быстренько, вот народ нам скажет, и мы, как народ скажет, мы так и сделаем. То есть примерно уже есть идея, как делать, надо только... И нет возможности пропихнуть. Опять, если ты можешь доказать что-то Лукашенко, зачем тебе народ? Ну, зачем тебе вот вся эта суета, да? Анкеты, сайты, подсчеты, расчеты и так далее. Да? Пришли к первому, сказали, что, слушайте, есть тут такая у нас креативная идея, он хвалит, восторгается, вы делаете, все хорошо. Ну, видимо, так не получается. Вот. Ну, в целом любопытно. Я вот с удовольствием пообщалась с родным государством, значит, посредством... З'явілася магчымасць. Абсолютно, абсолютно. Я все написала, да, все, что думаю. Вот. Нет, ну что, меня живо волнует, к примеру, тема выборности местных властей, допустим, да, вот чего мне не хватает. Вот мне не хватает,
чтобы власти на местах мог выбирать сам народ. По-моему, это очень замечательный шаг. После того, как дали большую самостоятельность, давайте мы еще и выбирать начнем. Ну, не прямо сейчас, конечно, но со временем. Вот, да, поэтому... Будем сподзявацца, што цябе пачуюць. Обязательно, я прям верю в это. Лукашенко недавно подписал вельмі дзіўную дырэктыву нумар 11. Я хочу с тобой абмеркаваць. Значит, называется яна аб удасканаленні функцыянавання сістэмы органаў улады і кіравання. І там есть некалькі пунктаў. Я ведаю, што я прачытала ці не цалкам. Так, і зараз раскажа, што там утрымліваецца. Але мяне, конечно, зачапілі некалькі пунктаў. І сярод іх забарона неабаснаванага правядзення паседжанняў, так, сходаў, у тым ліку дыстанцыйных. Вот. Но тебе сложно обосновать. Вот если тебе хочется собраться, обоснуй и собирайся. Да. Очень смешной жанр директивы, да, такой крик души, да, потому что назвать это законом довольно сложно, да, он даже написан таким языком несколько специфическим. Я вот зацепилась за другое. Я зацепилась за то, что последующее процветание Республики Беларусь – это зона ответственности власти всех уровней, субъектов хозяйствования и всех граждан Республики Беларусь. То есть, если вы вдруг считаете, что это не дорабатывает Лукашенко, так он вам в директиве специально написал, что лично он за это ответственности не несет. Вот разделил со всеми, значит, каждый на своем месте несет ответственность. Если вас что-то не устраивает, работайте лучше. Да, в общем, забавная директива. Для чего она? Для кого она? Я потому что абсолютно не зрозумела с того, что ну, для написано. чего крик души? Вот он рвется из тебя, да, это 11-я его директива. Случилось то, что литераторы называют кольцевой композицией, да, первая его директива, она была тоже о безопасности, да. И вот там обычный, нет, тоже о дисциплине, безопасности и дисциплине. А это об исполнительской дисциплине. Идеи кончились и закольцевались, да, вот мы, значит, сосредоточились на дисциплине. Забавно, что в ней точечно списываются какие-то странные вещи, которые, мне казалось, давно всем очевидны. Да, вот он напоминает, что правительство – наш экономический штаб. Администрация президента, если кто-то забыл, это наш политический штаб. Еще у нас есть комитет госконтроля и генпрокуратура. Об остальных органах власти он как-то умалчивает, да, парламент там вспоминает, допустим, Всебелорусское народное собрание, его не интересует. Да, у него, видимо, просто очень четкий круг обязанностей, про это можно прям вообще не упоминать в директиве. Ну, там забараніў умешвацца ў працу аднаго розных органаў, так, маўляў, не ўмешвайцеся ў працу іншых. Ну да, опять тут ВНС просится, но, видимо, ВНС он еще сам не придумал концепцию, поэтому ограничился, значит... Просто не перешкоджайте, короче, да. Працавать людям. Вот, ну, с директивами еще любопытно то, как они исполняются. Вот, если вы хотите знать, как они исполняются, то предыдущая директива, 10-я, она была в 22 году о ценах, которым расти нельзя, да? Вот маются с этим до сих пор. Не то чтобы цены не растут, цены, конечно, растут, намного даже быстро растут. Но зато вот мы делаем вид, что у нас все под контролем и так далее. Да? И вот это несчастное 713-е постановление, которым мы цены держим, вот оно вышло в новой 6-й уже редакции. Вот. То есть то, что мы сделали в 22 году, оно было настолько не очень, что уже 6 раз пришлось подкорректировать. Это о том, как работают наши субъекты хозяйствования, в каких условиях и какая предсказуемость, что будет завтра с тем, как мы работаем, как мы считаем свои цены и сколько мы зарабатываем, собственно. 11 гадоў па здрадзе дзяржаве атрымаў ксёндз Генрых Калатовіч недавно. І вось на днях мы атрымалі з-за кратаў ягоны ліст, не то, што сам ліст, але, прынамсі, нам сталі вядомыя асноўныя пасылы, якія ён перадаў, і галоўнае, стала зразумелым, за што яго ўвогуле судзілі, таму што працэс быў цалкам закрытым, і гэты дзікі тэрмін абсалютна ўсіх шакаваў. І вось ён піша, што за шпіянаж яго судзілі на карысць Польшчы, на карысць Ватыкана. І, канешне, ён усё гэта адмаўляе, кажа, што ні за кім я не шпіёніў, я проста служыў, так, і рабіў тое, што я абавязаны рабіць. І кажа, што абсолютна няма ніякіх сведчанняў супраць яго рэальных, няма сведак, хто б штосьці такое пацвердзе. То бок выглядае, што справа высмактаная з пальца, і робіцца гэта для таго, каб пакараць каталіцкі касцёл, царкву ў Беларусі. Ну і выглядае, што гэта, напэўна, сапраўды так.
Да, очень похоже, потому что он упоминает там письмо, которое неверно переведено с польского, что на самом деле любой иностранный язык, он дает множество возможностей для разного Интерпретаций. толкования, интерпретации, таких, какие нужно тому, кто принимает эти решения. Я очень надеюсь, что то, что господин Амбразевич стал, значит, послом нашим в Ватикане, поедет туда, это позволит как-то все-таки решить этот вопрос. Але гэта парадаксальна, гэта Это ў очень адзін і той жа парадоксально. час адбываецца. То бок упершыню ў Беларусі з'яўляецца пасол у Ватыкане, Амбразевич, былы намеснік міністра замежных справаў, Да. так? Першы ў гісторыі краіны пасол у Ватыкане, Да. і паралельна Генрыха Калтовіча садзяць на 11 гадоў за шпіянаж для Ватыкана. Да, при этом Лукашенко очень тепло отзывается о Папе Римском, значит, передает пожелания здоровья и так далее, да. Это очень дипломатическая штука. Я надеюсь на одно, на то, что она закончится все-таки освобождением очень пожилого, очень серьезно больного человека. Там Который- сапраўды праблемы з сэрцам Да. і іншыя. Я рада за тех свидетелей, которые не дали показаний против него, потому что обычно это очень сложная такая штука, да, против священника, своего священника, не своего, давать показания. Ну, естественно, я не верю ни в какой шпионаж, да. У нас сегодня шпионская тема еще будет, но, знаешь, меня очень впечатлило, что у нас сейчас стать шпионом достаточно там пообщаться с кем-то из посольских, допустим, и ты уже шпион. При том, что журналисты, политики, они, в общем-то, всегда общаются с представителями других государств, и в этом, в общем-то, никогда ничего такого не было. Да, и меня очень впечатлила история нашей белорусской оппозиционерки Натальи Шевко, она же Судленкова, которая оказалась персоной нон-грата в Чехии, попала под санкции. Якобы она, ну, судя по всему, это доказано, уже многие годы общалась с разведкой российской, получала от нее деньги. И вот весь этот объем, долгая ее разработка, в итоге человек получает просто высылку из Я Чехии. таксама трошку шакаваная гэтым, тому што Ни здаецца, уголовного дела. Вот і чалавек гэта рабіў даволі адкрыта, так? Да. То бок тое, што кажуць людзі, якія з ёй сутыкаліся, якія ведалі, што гэта за чалавек, што яна ў адкрытую сустракалася, фоткалася з прадстаўнікамі рускага свету, агентамі ўплыву, яна ўдзельнічала ў бессмяротным палку, то бок таксама тыя шэсці суперпатрыятычныя расійскія, то бок прывозіла там ледзь не святы агонь, і карацей абсалютна ні ад кога не хавала сваіх рэальных поглядаў. Слушай, ну опять, это часть, которая была на поверхности, да? Ну, на самом деле ведь не запрещено, допустим, там, считать себя русским или любить какую-то часть русского мира, тем более там бессмертный полк. Ты говоришь, ребята, у меня там дедушка воевал, да, хожу с дедушкой, я Путин вообще не знаю, кто там Путин, кого он бомбит, вообще ничего, да, а дедушку знаю, люблю, вот иду, да. То есть это можно отрицать, я все буду отрицать, да. За ней следили, она была в разработке, явно все, что она делала, было известно. И этого хватило всего на то, чтобы ее попросили уехать из Чехии. Да? Ни уголовного дела, ни там высылка в 24 часа, вообще ничего. Да? Попросили тебя вот из Чехии уехать. Ну, не нравится нам твой дедушка. Да? Але гісторыя ейная яшчэ чым чахуе, што яна ж не проста чалавек з ніадкуль, так? У яе даволі доўгая гісторыя. У Беларусі у яе быў канфлікт з Лукашэнкам, яна дэкларавала, што ледзь не галоўная апазіцыянерка, так стаіць у апазіцыі да Лукашэнкі, што яе вытурылі проста з краіны ў канцы 90-х, у 99-м годзе яна выехала. І яна яшчэ ў 90-е была у коле БНФ-а, так, побач з Пазняком там сядзела, дэкларавала свае прабеларускія каштоўнасці, погляды, супрацоўнічала з радыёсвабодай, так, і раптам у сярэдзіне 2000-х вось так яе пераклінвае, і яна становіцца проста патрыёткай Расіі. Як, што у тебя адбылося ў галаве? Слушай, ну, во-первых, человек эмоционально склонный занимать определенную политическую позицию. Да? Куча людей не занимает вообще никакую позицию, она ее не меняет просто потому, что она ее даже не занимает. Если у человека есть склонность занимать какую-то позицию, то, в общем-то, я не сильно удивляюсь, если человек эту позицию меняет. Историй таких не так мало, да? У меня даже среди сокамерников были путинисты и антилукашенковцы одномоментно в одном лице. Я не знаю, как это помещается в голове, но как-то помещается, да. То есть нас всех спасет, и знаете кто? Путин. Господи, мама дорогая, да, а может кто-нибудь другой? Нет, именно он, вот мне был знак. Ну, это бывает. Человек склонен
к зависимостям, да? Знаешь, как кто-то к наркотической зависимости, кто-то к религиозному фанатизму, а на самом деле это почти одно и то же, да? Так и здесь. Человек склонный вникать и вдохновляться определенными идеями. Ну вот вдохновился вначале идеей Белорусского народного фронта, а потом идеей Великой России. Да? Так бывает, видимо. Вот. Ну, человек не скрывал, собственно. На Радио Свобода работал над такими темами достаточно общими, с белорусщиной никак не связанными. Да, ну вот люди так меняются, да, это очень забавно. Ну, из нынешних пропагандистов часть людей была раньше вполне себе в оппозиционной тусовке и достаточно активную позицию занимали. И Артур в вышиванках сдымался. Абсолютно. И Дерман там, в общем-то, в разных местах отсвечивал. Ведь не поганцем был. Да. Бывает, да, вот. От язычества до Лукашенко. Да, встал с утра, чувствую, что вот, потянуло. Поэтому я бы к этому относилась достаточно спокойно. Но меня, конечно, очень удивило, что вот Европа настолько терпимо относится к каким-то вещам, да, которые нам кажутся дикими, неприемлемыми, потому что у нас за это бы и за меньшее вот можно получить буквально за ничего вполне себе серьезный срок. Да? И вот этот шпионский скандал наклался на инший шпионский скандал. Что... Ну да, что-то у нас избыток шпионских скандалов. Да, наша не вот шукала другий пашпарт прикрытия у мужа журналистки Ольги Семашкой. Виктор Федорович, короче, там не надто заморочваліся з придумляннем гэтай другой ідэнтычнасці для гэтага чалавека. І таксама вельмі цікава просто сама гісторыя, тому што чалавек абсолютно не публічны, так, нідзе не адсвечвае, мы абсолютно не разумеем, якім чынам ён звязаны з сілавікамі, то бок ніякіх пацверджанняў. Але цікава, што пасля ўжо мы адкапалі, што ў той жа дзень, калі выдавалі гэты пашпарт прыкрыцця, выдавалі пашпарт супрацоўніку выведкі. Так? То бок, ну, наўрад ці гэта такое ж супадзенне. Выдавалі пашпарт прыкрыцця супрацоўніку выведкі, то бок несапраўдны. То бок выглядае, што гэта была, ну, нейкая мэтавая група, магчыма, якая працуе над нейкімі задачамі, пры якім мы абсолютна не маем ніякага ўяўлення. Так? І вось гэта таксама для нас пытанне, што, ну, я разумею, што нельга думаць, што вакол цябе ўсе агенты, так? Але ўсё роўна трэба разумець, што мы вельмі часта нават уявіць не можам, што гэта за людзі і як іх раскрыць умоўна. Слушай, ну, во-первых, почему не можем? Да? Вот у меня текст мне откровенно не понравился, потому что там есть моменты явного передергивания и домысливания. Какие-то есть важные факты, которые сложно прям опровергнуть, и при этом рядом совершенно дурацкие факты. Допустим, там, вот он знает латышский язык, а вы знаете. Ну, может, он не знает, да? Мало хвастался друзьям. Ну, я тоже друзьям говорю, что польский уже учу почти. Ну, вот-вот уже почти, да? Ну, говорю, что уже учу. Да, а как оно на самом деле? И английский свободно. Ну, как свободно? Ну, так, наполовину. Да, ну, это звучит как бы домыслы звучат как факты, как и доказательства, что его жена что-то там сообщала о ком-то, но они тоже такие очень прям с натяжкой. Но паспорт есть, да, документ есть. У меня прям сразу возникло несколько вопросов. Ну, первый безотносительно к товарищу Федорову, да. Значит, есть база, в ней есть люди. По состоянию на 2021 год, я так понимаю, да. Было бы очень любопытно получить весь список людей, у кого есть такие паспорта. Да? Я вот боюсь, что Федоров в нем окажется, ну, каким-то там 25-м в колонне. Да? Есть, возможно, люди более публичные, где-то вот рядом с нами ходящие, а мы тут сидим, может быть, и, значит, на расслабоне что-то обсуждаем. Это добрая думка, да. Але там же будет утрымлівацца колькі мільёнаў? Да, ну, искусственный интеллект, естественно. Да, плюс у нас же есть чудесные организации из 3 букв. Да? Я про ДГБ, АБВ и не только литовскую и польскую разведки, да? Которые, видимо, заинтересованы тоже в том, чтобы с такими людьми работать. Скажу я обтекаемо, потому что вот за Шивко вели наблюдение много лет, потому что тут не важно спалить шпиона, важно понимать, над чем он работает, с кем, как, если он шпион, и что выполняет. Да? Если мы о таком человеке знаем, что у него есть этот паспорт, ну, это важно, что мы этого человека уже знаем, потому что если приедет на его место кто-то новый, которому паспорт сделали после 2021 года, то мы даже не узнаем, что у него эти 2 паспорта есть. Да? То есть я надеюсь, что как бы, такие люди отработаны соответствующими структурами.
Ну, естественно, появляется еще одна мысль, что если ДГБ, допустим, в курсе этого кейса, возможно, ему этот человек тоже нужен. Да? Это тоже как бы такой капитан очевидность. Да? И является ли он еще и работающий с этой структурой? И если я допускаю такую мысль, тогда у меня возникает вопрос, зачем его слила белорусская сторона? Знаешь, если долго углубляться в шпионский скандал, можно выйти на самые парадоксальные эти самые, да. Поэтому, кстати, паспорт у него выдан когда? В 2018 году? Так. Тогда, видишь, еще даже не было так зашкварно. Человек мог выполнять какую-то важную для государства миссию. Опять, я этого тоже не знаю. Ну, ведь у нас, давайте не демонизировать сотрудников КГБ. Многие из них выполняют важную работу. До 2020 года точно выполняли. Сейчас, мне кажется, уже все заняты, извините, поимкой лайкнувших не туда бабушек и священников, значит, зазевавшихся и написавших письмо на польском. Да? Что очень недальновидно с его стороны. Пишите сразу понятным русским языком. Да? Не надо бесить следователя. Вот. Поэтому... Я не исключаю. Я просто, наприклад, так само я не думаю, что магчыма там пасадзіць чалавека за нейкія падазрэнні, так? Ну, ты не можаш гэтага зрабіць, тым больш за мяжой, бо і ўсё жыццё, все на свеце засталося ў Беларусі. То бок ты маеш чалавека, якога ты можаш назіраць апошнія там год, 2, 3. Ну, што ты за гэтыя гады можаш зрабіць за высновы, так? Пры тым, што ўсе сувязі знаходзяцца там, куды у цябе няма доступу, ну, гэта вельмі складана. Мяне здзіўляюць тое, што кажуць, маўляў, іх дапытвала ДГБ, ну, тыпу, не выслалі, што? Ну, Карыч прызналі пагрозай нацбяспекі Літвы. І не выслалі, так? Да. Таму што яны, з аднаго боку, яны могуць разумець, што ёсць людзі з абсалютна спрэчнымі, незразумелымі сувязямі, так? Якія круцяцца ў абсалютна такіх незразумелых асяродках. І незразумела, каму якую што інфармацыю перадаюць. Але гэта не значыць, што ты кожнага там можаш пасадзіць альбо выслаць з краіны, асабліва, калі хтосьці дэкларуе, што яму небяспечна вяртацца, што там яго таксама пасадзяць. Слушай, Литва ведь не сильно смущается все-таки, допустим, аннулировать ВНЖ людям, которые там работали в МЧС 10 и более лет назад. Да? И это парадокс, проходили да. практику на каких-то предприятиях, не то чтобы оборонных, но около, да, там, Белома, допустим. Это практика, это часть учебного процесса, ты вообще не можешь на это повлиять. Получается, тебя просто распределили на практику, и ты уже получил черную метку. Да, и что делать? І ў гэтым сэнсе цалкам чыстыя людзі застаюцца без дакументаў, там іх высылаюць з Літвы, а самые чистые люди оказываются просто с хорошим прикрытием. Да, з двома пашпартамі спакойна сабе жывуць за мяжой і горы не ведаюць. Это как в деле нет никаких накладок, только если оно сфальсифицировано, потому что реальный человек всегда это какие-то косяки, несовпадения по времени, какие-то двусмысленности, недопонятости и так далее. Разные показания свидетелей, но не бывает так, что все гладко и все полностью вот абсолютно по минутам і часам. Поэтому тема важная. І мне, дарэчы, цікава, що вось гэтая дыскусія, і шмат было абмеркавання вакол таго, што нават калі ты паказваеш пашпарт, што вось ёсць як бы доказ, што немагчыма яго просто так зрабіць, просто якую б гісторыю ты не расказаў, яна не мэтчыцца, так? Мы ведаем, як працуе беларуская сістэма. Табе не могуць просто так выдаць нейкі там левы дакумент, так? Гэта, не знаю, нейкая краіна, дзе такое магчыма, так? Там всё празрыста, кожны чалавек задакументаваны, так? За ім сочыць. І людзі ўсё роўна апраўдваюць, маўляў, можа быць, там падставілі чалавека. Думаешь, як можно подставить человека? Слушай, я не знаю, допустим. Во-первых, я бы еще хотела услышать мнение компетентных людей, в каких еще случаях возможны такие документы. Потому что, опять, у нас есть какой-то человек в погонах, мы ему верим, он нам говорит, что это вот всегда там паспорт прикрытия. Я не знаю, может, такие документы нужны еще для чего-то. Я не знаю, там, сопровождение какого-то груза, еще что-то. Я не могу судить, я не знаю, как это работает. Да, я не хочу домыслы какие-то выдумывать, но я не исключаю, что случаи какие-то есть еще. Да, мы о них не знаем. Мы и об этом бы не знали, если бы нам человек в погонах... У нас опять есть какой-то человек в погонах загадочный, да, который все определяет, да, который и этот паспорт в базу вносил. В 2018 году у меня еще большой вопрос есть. Что делал этот человек, который сейчас у нас воспринимается как источник информации, честной информации, прям правдивой, да, что он сам делал в 2018 году, и не был ли он сам где-то там рядом, свечку держал, и тот самый паспорт задание, может быть, выписывал. Я не удивлюсь. Да? Опять, это было в 2018 году. С тех пор поменялось многое, и, конечно, хотелось бы со временем эти ответы получить. Да? Но пока я бы немножко все-таки в другой тональности это делала, меньше обвиняя
И менее желтый стиль, да, когда вот какие-то подробности, да, там, а еще знакомые говорят, что он там вот на латышском говорит. Ну, ты с ним на латышском говорил, ну, попробуй, давайте попробуем. Ну, может, он действительно его знает. Праблема такіх кейсаў, што ты не можаш з гэтым чалавекам пагаварыць. Гэтыя людзі не размаўляюць. Нават там сямашка тэлефон мужа не дала, толькі Да. праз яе, толькі строга ў пісьмовай форме, да, то бок, Слушай, ну это тоже каб логично. нідзе ніхто нічога. Ну, а зачем писать то, что вообще не важно? Вот знает он латышский А или это нет? Это важно? Гэта важна. Слушай, ну Таму што люди разведчыкі учат... вучаць Слушай, ну латвійскую люди мову. учат японский, иврит, люди учат разные языки. Часть Ну, из них просто важна по разумець, искренним... што ўсё ж такі мы, калі бачым гэты пашпарт, мы разумеем, што чалавек супрацоўнічае з рэжымам, працягвае супрацоўнічаць, гэты пашпарт дзейны на момант 25-го года, ён б'ецца па базах. І, адпаведна, у гэтым выпадку любыя дэталі могуць быць важныя. Але, канешне, ніхто не сцвярджае, там, што ёсць 100% там праўда, да, то бок это просто портрет человека, и ты далей Ну да, думаешь. что вот знакомые говорят, да, там, ну там вот со слов знакомых очень много информации, которая вообще никак не проверяется, да. И... Ну, так заўжды. Ну да, но слухов всегда много, да, понимаешь, просто про автора тоже много слухов ходит, но я, допустим, говорю, что, ребят, как бы свечку держали, не держали, свободны. Я это держу в голове, я это как бы помню, ну, на самом деле, да, вот что мы из этого можем вынести, да, насколько откровенны, насколько мы свободно можем себя чувствовать в беседах с любыми людьми, которые, даже которых мы хорошо знаем. Я бы сейчас сказала, что лучше сильно не вдаваться в подробности и... Опять, а в какие подробности, да? Ну, вот мне кажется, допустим, что ничего из моей жизни не может представлять никакого интереса ни для каких людей в погонах. Вот ей-богу, да, оказывается, все по-другому, да, тогда вот в 21 году. Вот мне казалось, что уже, ну, Тутбай совершенно стерильный, да. Ну, вот все прочитал юрист, ну, нет там ничего, да, ну, нет там ни призывов к санкциям, там нет. Вот и хотелось впихнуть, да, ну, нет, вычеркнули это, нету этого. А нет, есть. А почему? А потому что, как в случае с Соколотовичем, да, есть какой-то товарищ из МВД, который это почитал, и вот он в этом увидел нечто. И ты такой думаешь, слушайте, давайте там, может, мы там с этим человеком, с экспертом обсудим как-то, может, какие-то у него аргументы есть. Ну, просто написано, вот это, там, призыв. Ну, хоть какие-то признаки призыва же должны быть там а давайте как-то сделаем, ну, введите же, наконец, санкции. Ну, то есть должен же хоть намек на это быть. Ну, вот я же русским языком вроде владею как родным, да, не латышский, слава богу. Да. А нет. Ну, вот нет, да, вот все, вот мы так решили. Поэтому лучше сейчас просто меньше беседовать, особенно с людьми, которых ты не знаешь давно лично, и с теми, кого ты знаешь давно и лично, тоже на всякий случай. Да? Просто потому, что ты даже не очень понимаешь, что их, собственно, интересует. Потому что то, что тебе кажется скучной бытовухой, да, ну вот ей-богу, вот я не представляю. Да? І гэта самае цікавае, таму што нават з тым жа другім пашпартам няма ніякіх сведчанняў, што ён дзесьці быў выкарыстаны ні пры перасечэнні мяжы, ні пры нейкіх там рэгістрацыях. Ясна, што мы абсолютно не маем доступу да ўсіх базаў, сервісаў і так Опять, далей. это было до 21-го, может, с 21 по 25 что-то случалось. Ну, я не знаю. Да? То есть реально это большой черный ящик, Абсолютно. где есть симптомы, но, с другой стороны, сейчас паранойя такая, что мне кажется, что симптомы есть уже прям везде, в воздухе уже висят, да, и если у дома курит кто-то в этом самом характерной шапке и во всем черном, да, обязательно кто-то из домашних скажет, слушай, может, это... Вот. Я говорю, слушай, по-моему, кому-то из наших айтишников там квартиру ремонтируют, просто поэтому... Але цікава, тому што мы з табой не згадвалі, але раней Дудкін, апозіцыянер, прызнаўся ў тым, што ён агент. Да. І таксама як стала пра гэта вядома. От чалавека, не знаю, не вытрывалі нервы, не знаю, сумленне загрызла яго, што ён просто стаў у нейкі момант сказаў, знаете, я агент. И той полова не поверила, сказала, ой, какой из тебя агент? Да. Ты дискредитируешь одним своим видом, да, всю мощную структуру КГБ и других органов, да, потому что, да, раз у них такие агенты... Ну, слушай, это сложная тема, и я понимаю, что многие те, кто проходил через эти репрессии в любом виде, после 20-го они сталкивались
и с попытками вербовки, и с вопросами, и как бы, ну, на часть вопросов тебе все равно приходится отвечать, потому что они, допустим, совершенно бумажные, понятно, что ты там не можешь не отвечать на вопрос, кто там писал заметки в твоем отделе, потому что ты каждый месяц подаешь ведомость бухгалтерскую. Там написано, кто писал заметки в моем отделе, да. И начинаются большие дилеммы, да, что можно говорить, что не можно говорить, что нужно говорить, что нет, под кого копают. Вот. То есть я понимаю, что часть людей, которая сталкивалась с серьезными попытками вербовки, это действительно большая дилемма, да, люди приезжают, об этом рассказывают. Ну, это, наверное, единственный такой нормальный способ. Но это прям это очень тяжелый выбор. И кто говорит, что «Ой, меня там 100 раз вербовали, я отказался». Да? Ну, я не знаю, в какие это времена было. Я знаю людей, были с которыми такие попытки. И это были очень сложные решения. И люди уезжали опасно, уезжали быстро, уезжали плохо. Вот. Это тяжело было. Гэта не апошні скандал сярод шпіёнскіх скандалаў апошніх тыдняў. Мы колькі 2 тыдні, уже больш за 2 тыдні. Больше даже. Не ведаем, дзе Анжеліка Мельнікова, лідарка каардынацыйнай рады, спікерка, і абсалютна нуль інфармацыі пра яе месцазнаходжанне, толькі рандомныя факты ўсплываюць, прычым часам адно насуперак другому. І вось што мы ведаем зараз, так, пра Анжеліку, што муж яны знаходзіцца ў Беларусі з 2 дзецьмі, што яна выехала з Польшчы ў канцы лютага, выглядае, у невядомым кірунку. Так? То бок мы, наколькі па нашай інфармацыі, яна ў Лондан паляцела, але зноў жа 0 пруфаў. І спецслужбы пакуль што не сцвярджаюць дакладна, куды яна выехала, хаця я ўпэўнена, што гэта інфармацыя ўжо даўным-даўно ў іх ёсць, але чамусьці яны яе не раскрываюць. Зноў жа, можа быць, там Еўропа аховы персанальных дадзеных і так далей. Тое, што все беларусы шукаюць Анжеліку Мельнікаву для спецслужбаў еўрапейскіх, гэта нічога не значыць. Так? Маўляў, там, не знаю, мама, тата, там, падавайце заяву, і мы будзем штосьці там інфармаваць блізкіх, так, членаў сям'і, а мы ўсе, напэўна, мала што значым, калі размова ідзе пра пошук чалавека. І зноў жа пытанне добраахвотна, недобраахвотна яна выехала, таму што ўсё ж такі, калі гэты кірунак не ў Беларусі, а мне здаецца, што калі б яна ехала ў беларускім кірунку, то пра гэта было б вядома. То бок, прынамсі, польскія службы пра мужа сказалі, што выехаў у беларускім кірунку, адпаведна, шукаць яго хутчэй за ўсё там. То пра Анжеліку такой інфармацыі няма. Ну, і па нашай інфармацыі яна паехала ў Лондан. А калі чалавек едзе ў Лондан, то мне цяжка ўявіць, што ён едзе, таму што яго вымусілі паехаць. І гэта яшчэ больш туману наводзіць на ўсю гэтую справу, то што ты не разумееш, шантажавалі яе, не шантажавалі, калі шантажавалі, то чым? Дзе яна зараз? Ну да, плюс история о том, что она еще около 20 дней выходила на связь с коллегами по Зуму, по телефону. То есть она была жива, надеюсь, и сейчас жива, выходила на связь, какие-то рабочие вопросы решала. Да? То есть если с ней что-то случилось, то это была какая-то растянутая во времени ситуация, да? Это не было похищением классическим. Потому что, знаешь, мы вот в компании обсуждали много раз, да, что все истории, они примерно повторяются, значит, сценарии какие-то повторяются, да. Если есть там диктатура, фашизм и все такое, да, значит, будет сценарий покушения на Гитлера, да. Есть главный, который все двигает, который сошел с ума, который просто нас всех везет в какую-то пропасть. Найдется обязательно в системе кто-то, кто выступит против этого, да. 43-й год, покушение на Гитлера. Окей. Есть западная влиятельная, мощная эмиграция, которая имеет влияние, которая нам мешает и нас бесит. Есть, допустим, нападение в Париже на главу Русского общевойскового союза Кутепова. Да? Его похищают, и вот прям должен быть такой сценарий, потому что он очевиден. Да? Все остальные в шоке, это страшно, все остальные чувствуют себя под угрозой. Слишком легко быть следующим. Ну, Анжелика, в общем-то, слава богу, не такого масштаба, персона оппозиционная. С другой стороны, знаешь, и режим-то сильно помельче, да, то есть они могут работать не с тем, кого бы они хотели, скажем так, убрать с поля, а с тем, до кого могут дотянуться. Поэтому меня очень смутила, опять-таки, тональность первых сообщений, да, она такая была немножко такая
Не то что с подхихикиванием, но слегка, да, мол, вот тут и деньги непонятно какие, вот у нее доступ ко счету был, а мы сейчас еще узнаем, может, там еще 100 тысяч были, да, такой тонкий намек, что, мол, может, она еще и с деньгами уехала, и тут же все начинают, ага, конечно, в Лондон с деньгами, ну, естественно. Ну да, на 100 тысяч в Лондоне как раз можно там пару месяцев, это самое, да, потусоваться. Но дело не в этом. Дело в том, что реально мы не знаем ничего. С большой вероятностью с человеком случилось что-то плохое. С большой вероятностью человек чувствовал какую-то угрозу, опасность и так далее. Выманить в Лондон под тем, что давай поговорим, там надо что-то порешать, мы кому-то угрожаем, и ты можешь помочь спасти этого человека, это, в общем-то, не так сложно. Да? Это, в общем-то, такая рабочая схема. Вот. Не хочется заниматься этими домыслами, но факт, что до сих пор мы не знаем, были ли какие-то 100 тысяч там. Да? І гэта дзіўна, тому што мне здаецца, гэта правяраецца просто на раз-два. Абсолютно. Был зроблены перевод на гэты рахунок, ці не быў зроблены? Абсолютно. Сняты деньги или нет. На счете сейчас они есть или их нет. Я не думаю, что прям доступ к счету настолько закрыт. Опять наверняка спецслужбы знают об этом точно. Поэтому я бы не спекулировала на вопросы о деньгах, тем более, знаешь, вот когда первые вот эти вбросы, когда всем еще интересно, а потом спустя какое-то время ситуация абсолютно меняется, все говорят, это та, что со 100 тысячами в Лондон улетела? Да, нет, ситуация какая-то совершенно другая. Вот как сейчас последняя информация была, по-моему, от Глинник, что с аккаунта Анжелики скачаны какие-то файлы в середине месяца. Для меня это очень странно, да? То есть, если бы это делала она, то она могла просто спокойно там загрузить, сохранить на флешку эти документы, не надо ничего там, и не оставить никаких следов фактически, да. Поэтому я надеюсь, что с ней лично все в порядке, да, потому что это угроза большая всем, кто здесь. Потому что действительно любой может быть следующим, и придумать какие-нибудь 100 тысяч тоже очень несложно, да, и скажут, что укатила, значит, неизвестно с кем и со 100 тысячами. Да? Это вот у меня опять проекция, да? Потому что по документам я покинула Беларусь, значит, с неизвестным лицом. Вот моя субъектность, она настолько, видишь, убогая, что я сама даже не могла покинуть Беларусь. Обязательно с неустановленным лицом. Да, вот. А просто как человек я не могу покинуть Беларусь. Нет, значит, обязательно надо будет, как скажете, да. Але трэба разумець, што калі б Анжеліка была ў Беларусі, то яе ўжо павінны былі б паказаць фотаздымак, намёк, яшчэ штосьці. Танальнасць прапагандыстаў такая, што можна зрабіць выснову, што яны паняцця не маюць, дзе Анжеліка. І гэта так і выглядае. Калі здарылася сітуацыя з Верамейчыкам, то ў той жа самы дзень, калі мы пра гэта напісалі, яго паказалі. І было ясна, зразумела, у чыіх руках ён знаходзіцца. З Анжелікай ёсць адчуванне ва ўсіх іх паведамленнях, што яны паняцця не маюць, што адбылося, і спрабуюць просто выкарыстаць гэтую ситуацию на свою корысть. И буквально несколько аккаунтов этим занимаются, тонкими намеками, что ха-ха-ха, вот мы вам покажем. Но я не вижу в этом, что действительно кто-то знает точно. Опять, я не исключаю, что кто-то знает точно и в Беларуси, вот, потому что история длинная, да, человек врал коллегам, человек выходил на связь, решал какие-то вопросы, при этом с ним происходило не то, о чем он говорил своим соратникам. І гэта максімальна дзіўна, тому што калі пра Анжеліку саму распытваць, то яе акурат все называюць вельмі ідэйнай, вельмі такой адданай справе, і ніхто як бы не чакаў нейкіх неабдуманых такіх крокаў ад яе. І ў гэтым сэнсе як бы ўсё яе асяроддзе ў шоку, але пры гэтым мы не бачым нейкіх там блізкіх сяброў ці яшчэ кагосьці, хто быў у кантакце, хто бачыўся з ёй там у нейкія апошнія дні, зноў жа няма такіх людзей. То бок здаецца, што яна вось парадокс. З аднаго боку была ва ўсіх навідавоку, так, кіравала там каардынацыйнай радай, дзе куча народу знаходзіцца, і ў той жа самы момант чалавек там доўгі час ніхто яго не бачыў, ніхто не ведае, дзе яна знаходзіцца. Видишь, у каждого есть уязвимые места, да, и когда говорят, что я бы там вот никогда не поддался, я бы никогда не пошел, не ответил и так далее, есть уязвимые места у каждого есть близкие. В Беларуси сейчас проблема очень многих людей, что у каждого есть какие-то близкие, которые сидят, и даже возможность помочь им уже многих бы заставила делать довольно странные и опасные вещи, да, потому что люди в отчаянии, потому что ждут уже много лет, и вот, я знаю людей, которые реально говорят там, может, если я поеду в Беларусь, может, я как-то там решу вопрос там, жены, мужа и так далее.
Ну как, ну ты только сядешь рядом, да, как ты еще решишь? Нет, слушай, ну вот, знаешь, а вот может в комиссию все-таки написать, не ради себя, да, ну вот я въеду, а может быть это можно как-то сделать так, что я въеду и человеку помогут. Это отчаяние. Понятно, что доверять какой-то комиссии, которая тебе обещает, да, ты сам понимаешь, что с большой вероятностью ты все равно садишься, как сели немало людей, кто въехал через комиссию. Но человек же хочет въехать не для того, чтобы въехать. Человек пытается помочь близкому, потому что ситуация отчаяния, потому что идет время, идут годы, а я ничего не могу сделать. Так, ну, что я за муж, там, брат, друг и так далее, если я ничего не могу сделать? Ну конечно, вот убиться, сдавшись, значит, на границе, это прям, конечно, очень конструктивно, но люди в отчаянии. Поэтому я бы сказала, что надавить можно почти на любого. Найти точки, найти какие-то болевые зоны и вынудить, тем более, допустим, там приедь в Лондон. А в Лондоне вообще довольно много нехороших вещей происходило, да? Мы же знаем, что у нас случалось в Лондоне с бывшими российскими разведчиками, да? Это как раз вот совершенно кутеповская история и со Скрипалями, и с Литвиненко и так далее. Лондон, в общем-то, он очень классный, но, в общем, вполне опасный и вполне комфортный, да. Я толькі не магу уявіць, як з Лондона можна вывезці кагосьці. Ну, А можно проще не як вывозить. скинуть у воду. Вот, можно не вывозить, всяко бывает. Надеюсь, такого не случилось, да. Но, знаешь, как вот любители шпилей, да, это, конечно, больше российский такой вайб, но всякое бывает. Всякое бывает, может. Ну і трэба, да, задэклараваць, што мы абсолютна не ведаем, што адбылося. Версій мільён. Это магло быць як шантаж, так і ўласнае рашэнне, нейкія праблемы, пры якім мы абсолютна не здагадваемся, што заўгодна. І адзінае, што можа хоць трошку святла на гэта ўсё праліць, гэта высветліць, дзе знаходзіцца Анжэліка Мельнікава. На жаль, пакуль што адказу на гэтае пытанне няма. Будзем спадзявацца, што гэта не стане таямніцай навечна. Мы ўсё ж таки даведаемся про тое, што адбылося. Я очень на это надеюсь, да, потому что пока попытки какие-то вот этих доборощенных расследований, ну, допустим, вещи какие-то типа звонки маме, я категорически против. В этом плане какая-то информация отрывочная, вроде этих денег, да, такой намек, что, мол, деньги могли пропасть, а потом непонятно, были ли вообще эти деньги. В этом плане Светлана Георгиевна молодец, что она сказала, что информации нет, жду, как и вы, все как бы... Ничего пока сказать не могу, да, потому что любая информация, она сейчас немножко замыливает основную тему. Мы не знаем, где она, мы не знаем, что с ней. Ну, опять, как минимум, ее муж, дети и ее родители, они живы, на свободе. Я надеюсь, что с ними тоже все хорошо. Потому что этим шантажировать очень легко. Давай абмяркуем таких збітых лётчыкаў. Дэпутат Савіных і Геннадзій Давыдзька. Вельмі цікава, што яны зніклі з радараў. Яны абодва экс-дэпутаты, так, з незайздросным лёсам. Савіных увогуле нечакана выплыў у ролі памочніка правай рукі Олега Гайдукевича, партии ЛДПБ. Все памятают, чем прославился Олег Гайдукевич. И его правая рука, извините. Менавіта. Але ў гэтай гісторыі ж цікава, што ўсе ранейшыя ягоныя намеснікі ЛДПБ, ну не все, ну шмат хто селі на вялікія тэрміны, там то 5, то 8 гадоў за карупцыю, то бок нейкія буйныя хабары. І скончылі, карацей, за кратамі. І вось цяпер, відаць, той Савіных, ён асабліва нідзе не адсвечвае, не афішуе, што ён цяпер, значыць, там відную пазіцыю займае ў ЛДПБ. Але, не знаю, мне яго трошку шкада. Адчуванне, што ён проста нікому больш не трэба, яго выкінулі з дэпутатаў, так? Можна згадаць скандалы, калі ён ездзіў у Вену на парламенцкай асамблеі. Выступаў, як яго пасля там все высмейвалі, што, можа быць, вось ён не выканаў сваіх задач пастаўленых, і теперь его списали. Слушай, ну, может быть, его дочка в Лондоне подвела, да, да. Вот кроме этой замечательной должности у Гайдукевича, он еще пишет публицистические статьи в Советской Беларуси. Я прям вот недавно читала большой разгромный текст, абсолютно все образование в Великобритании. Он, видимо, специалист по Великобритании сейчас разнес просто в пух и в прах. От яслей до старшей школы. Вот. Так что человек, может быть, нашел себя в публицистике. Да? Но на самом деле ирония в том, что хорошие мальчики на пенсии попадают в бизнес, а, значит, обыкновенные, они попадают... Ну, куда попадают, туда попадают, да. Вот, значит, попал Савиных в партию, а господин Давыдько вообще попал в эту YouTube-канал «Союзная Веча», причем обычным ведущим, да. Ну,
Ну, бывает такое, да. Значит, в бизнесе не пригодились, потому что, в общем-то, обычно, поработав на госслужбе, люди стремятся поправить материальное положение и нервную систему, найдя себе теплое место хлебное у кого-нибудь из бизнесовых под крылом. Вот. Значит, таланты этих людей, они не пригодились. Да? Вот все-таки судьба пропагандиста-обожателя, она такая достаточно яркая, но короткая. Да? Вот разонравился он, и все, да, и ты уже, да, там, говорила мама, учись хорошо, а то видеоблогером будешь, да, вот ты, он и есть, да, и не в театре, и не на политической арене, а на Ютубе, и не на том Ютубе, где миллионники, инфлюенсеры и все такое, да. Я не ведаю, хто будзе глядзець саюзнае веча. Ну, там же ключевое бюджет союзного государства. Ну, сидят, осваивают бюджет союзного государства. Ну, как бы... Вот, тихо, спокойно, да. А при этом у Лукашенко действительно команда состоит в большой доле вот из таких людей, которых в хозяйстве совершенно невозможно использовать, да. Вот мы с тобой уже обсуждали, что насколько странные последние кадровые назначения губернаторские, да. Нового губернатора Минской области мы не можем пока выучить, даже просто потому, что человек из Белтопгаза, совершенно никак не связанный с публичной политикой, при том, что обычно губернаторская должность, ну вот Турчин пришел поставить вице-премьера на минуточку, да? То есть это очень ответственная должность, это работа с людьми, это какой-никакой собственный бюджет, это влияние. Ну, и он после гэтай посады у премьеры заскочил. Абсолютно. И пришел вовсе не из ниоткуда. Поэтому, значит, скамейка действительно короткая, да? Господин Караев, он в новой ипостаси тоже смотрится немножко так странновато, да? Человек, который... с министерским опытом, безусловно, да, но вот работа с людьми... Мне было вельмі дзіўна глядзець, калі ён прымаў, значыць, народ у дарагім касцюме з іголачкі, з гадзіннікам дарагім, значыць, апрануты ўвесь такі, і тут яму, значыць, на паклон прыйшоў народ расказваць пра разбітыя дарогі. Ну, выглядае вельмі дзіўна, реально, вось не яго эстэтыка, а не ягоны натуральны вобраз абсолютно. Да, видишь, я, готовясь к передаче, посмотрела нашей Нивы видео про назначение Караева, да, вспомнила его биографию и так далее, аж дернулась от видео 2020 года, тутбаевское видео, я снимала, мы с ним стояли, ждали выступления Лукашенко на провластном митинге 16 августа. Я со своим еврейским счастьем вытянула освещение этого митинга, хотя, конечно, хотела второй получить, но вот что получила, то получила. И я сейчас понимаю, что это была моя последняя нормальная журналистская работа в поле. Когда я, увидев одиноко стоящего высокого чиновника, будучи в жилетке с бейджем, обозначенной полностью как корреспондент Тутбая, я подошла к Юрию Хаджимуратовичу и задала совершенно нормальные вопросы, вот прям то, что меня волновало в тот момент. Его это тоже волновало, но он не орал про инсинуации, а, в общем-то, довольно нервно, но подробно и внятно отвечал на мои вопросы, да? Не тащил меня в кутузку, ничего такого там, не орал, что это саботаж, а, получив сложные вопросы, отвечал на них. Да, в своей достаточно такой специфической манере высокого милицейского чиновника, но отвечал, и это было нормально, и это было можно. И вот я сейчас так прямо, да, думаю, господи, может, надо было там отойти от него, не подходить вообще, да, а на тот момент это было прям такая, ну, нормальная журналистская удача, да, ты идешь, стоит одинокий Караев, ты задаешь вопросы, получаешь ответы. Что здесь не так? І я пам'ятаю, коли його призначали, як журналісти казали, що о, нарешті ліберала поставили, ну, Да. некий чоловік з чоловічим обличчям, так? Да, Особливо да. після там... С новым имиджем милиции, да, не будет, как Шуневич, там, заставлять подростков извиняться за обиженный памятник. И ходить в форме НКВД. Да, ходить в форме НКВД не будет. И вообще все было очень прилично, нормально, и какие-то надежды были и так далее, да. Но потом что-то пошло, не то чтобы совсем не так, да, но куда-то не туда. Скамейка короткая, да, поэтому приходится, видишь, задействовать. Я не удивлюсь, если и Шуневича куда-нибудь по хозяйственной линии начнут продвигать. Потому что идеологов много, а на хозяйство поставить некого. Ну, потому что от Давыдька, извините, пользы на хозяйстве, боюсь, будет немного, да. Тоже не Рональд Рейган, который, несмотря на актерское прошлое, вполне смог. Трэба згадаць таксама, што за гэтыя некалькі тыдняў адбыліся яшчэ некалькі прыкметных з'яў. Пасадзілі Бондарову,
посадили поплечника Мирсалимовой, зник канал Графач. Да, І вначале що це изменив виглядає? название, а потом исчезнув совсем, да, да. Так, выглядае гэта ну такой татальнай зачысткай вось гэтых колаў. Я не знаю, яны як бы і за Лукашэнку, так, але не знаю, нейкім чынам яны лічаць ж такі іх небяспечнымі. Ну пра расійскія ясна як бы. А Графач чым замінаў? Ну ёсць адчуванне, што яны ведаюць, што спрабуюць зараз схаваць абсалютна ўсё, зрабіць так, каб все замоўклі. Вось мне здаецца, нават у гэтую канву кладзецца тое, што на сайце Верховнага суда там не абнаўляецца раздзел з анонсамі новых паседжанняў, так, каго і за што там будуць судзіць. І ўвогуле тое, што мы менш і менш даведваемся пра рэпрэсіі, хоць іх узровень па сведчаннях праваабаронцаў толькі расце пасля выбараў. Это ўжо тое, што вось проста зараз адбываецца. І ў гэтым сэнсе здаецца, што ёсць адчуванне, што яны хочуць зачысціць все тотальна, каб просто ніхто нічога не ведаў і не выказваўся пра тое, што там унутры адбываецца. Возможно, такая версия. У меня есть еще одна личная месть. Когда заканчиваются массовые какие-то возможности для массовых репрессий, давления и так далее, они еще не закончились, но, видимо, все-таки там, грубо говоря, люди по 342, они уже заканчиваются. Да? Начинается вспоминание старых дел и попытка свести личные счеты. Да? Я не знаю, насколько это с Бондаревой. Да? Тут, возможно, просто подзаткнуть, потому что ну, на кого ты гонишь? Да? Ты реально эту невестку Лукашенко ну, ни во что не вставишь и плохими словами называешь. Ну, это прям уже никуда не годится. Да? Но, допустим, кейс с Павлом Лащенко для меня очень показательный. Я очень надеялась, что он получит химию, но нет. И это плохо. Это плохо. Это, опять, да, какие либерализации, какие опросы общественного мнения. Если человек, которого весь этот экономический кулак или что там у них экономическое знает последние 20 лет, знает как главу Эрнста Янга, как главу компании «Большой четверки», который консультировал множество сделок, приводил сюда множество инвесторов. Ну, я не верю, что он сделал что-то такое, причем, заметьте, в 2020 или в 2021 году сделал, судя по всему, за что он должен получать реальный срок в 2025 году. Поэтому ну, мне кажется, что это какие-то очень личные вещи начинаются, потому что человек там остается в стране, живет и как-то там, работает и так далее, ничего там не протестует, не возмущается, и все равно его догоняет, да. Поэтому бог с ним, с этими блогерами. Я волнуюсь за тех нормальных людей, которые остались, которые работают, которые делают что-то полезное для Беларуси, абсолютно не касаясь политического поля никак. Вот за них боязно, да. Вот мы тут, пока готовились к записи, стало известно про задержание массовые риэлторов, и первая информация, что якобы там налоговые нарушения, ну, я не верю в это. Вот я не верю, что массово риэлторы Республики Беларусь решили совершать налоговые нарушения, и поэтому к ним всем одномоментно приехали маски-шоу. Да? А вот то, что, допустим, проводились какие-то сделки, допустим, доверенности от людей, уехавших, сделанные то ли в Беларуси, то ли не в Беларуси. Люди уехали, а паспорт их в Беларусь приехал, и по нему проведена сделка. Вот что-то такое, да, государство из-под носа увозит, так сказать, честно награбленное имущество, да. Вот это бесит. Вот тут можно напугать, вот тут можно предупредить. В общем, мне кажется, что продолжаются такие точечные, узконаправленные зачистки, довольно массовые. Вот. И я прям волнуюсь за людей, которые... Ну, вот те самые, которые говорили, слушай, ну я же вообще ничего, вот прям вообще ничего, да, вот сейчас уже пришли к тем, кто вообще ничего именно в политическом поле. Вот, кто, если что-то и делал, то там, подписи за не тех кандидатов, призывы там, не совершать насилие. Что с этим призывом не так, я не знаю. Да, сейчас вспоминать об этом спустя 4 года можно только по очень большой необходимости. Это вот прям очень что-то личное, и очень вот, надо прям указать, вот, да, что мы забыли вот гражданина. Вот сейчас в Республике Беларусь опять наносится большой ущерб, да, вот давно не наносилось, да, и это сложно скрыть, все это же все равно выползает на поверхность, это все равно об этом люди узнают, даже непонятно откуда узнают, ну, просто там
знакомые знакомых и так далее. І я ще думаю про зачистку блогераў, ці не можа быць маркаў да гэтых датычны. Ну, палітычнае нейкае рашэнне, што нам трэба зараз падкарэкціраваць нашу там, медыйную стратэгію ці медыйную палітыку, ці каго мы пакідаем у поле, каго прибираем. Слушай, ну я не очень понимаю, зачем ту же Бондареву для этого сажать, да? Ну, есть же, видимо, какие-то более лайтовые способы. Вы реально не можете никак ее по-другому заткнуть. Ну, хорошо, выйдет в Россию, будет оттуда вещать. Призывать: Путин, спасай, наших бьют. Ну, вам это надо? До речі, Ее импакт был, если бы не пиар нашей Нивы, это вообще... Ну, она действительно любопытный персонаж. Ну, вот у меня тоже guilty pleasure иногда почитать Бондареву. Не вижу в этом ничего страшного. ми зробили на 1 сакавіка жарт, што Байсол эвакуяваў Бондару. І прабачце, калі ласка, каму не было весела. Вось, ну, але такія жарты ў нас сёлета. І, дарэчы, адзін з самых чытаных матэрыялаў за той дзень. Просто порвали интернет. Слушай, ну, Бондарева это, да, это ньюсмейкер. Это при том, что, слушай, канал у нее там даже сейчас, после там диких всяких накруток, у нее там 2500, даже меньше читателей всего, да. Очень специфическая личность. Ну, я не вижу в этом вреда для государства. Если вам вредит Бондарева, если вам вредят 65-летние священники, лайкающие не те посты бабушки, ребята, с вами какие-то сложности, да? Ну, просто покопайтесь в своем величии, потому что с ним что-то не так. Уж больно мелкие вещи грозят нанести ему непоправимый удар. Вельмі хвалюючая, балючая тэма – гэта медыцына. І вось зараз, дзякуючы «Зеркалу», стала вядома пра тое, колькі рэальна не хапае дактароў у медыцыне. Аказалася, што лічбы значныя, лічбы вялікія. Часткова спрабуюць у Беларусі вырашыць праблему недахопу дактароў за кошт пенсіянераў. Так, то бок прапануецца людзям не сыходзіць на пенсію ці вяртацца. І 18% сярод дактароў ужо людзей пенсійнага ўзросту. Гэта даволі шмат. Это очень много. Так, і ёсць яшчэ шэраг розных радыкальных мераў, як гэта спрабуюць змяніць. Я некалькі лічбаў назову з таго, што колькі рэальна не хапае зараз у сферы спецыялістаў. Вось дактароў-спецыялістаў 4069 чалавек. Гэта больш, чым на 9% больш, чым у мінулым годзе. То бок ідзе адмоўны рост, так, то бок павышаецца колькасць тых, каго шукаюць. Санітарак 2700, сярэдніх медработнікаў 3900, іншага персаналу яшчэ трошка больш за 4000. Так? Ну, карацей, не хапае даволі шмат людзей, і праблема гэтая вельмі-вельмі вострая. И это при том, что власть научилась достаточно ловко эти цифры сокращать. Да? Мы знаем, как сейчас можно не публиковать официально вакансии, которые меньше, чем на ставку, 0,25, 0,5, 0,75 ставки, которые занимает сейчас кто-то у тебя по совместительству. То есть ты можешь не сообщать, что ты ищешь кого-то на 0,75 лора, допустим. Ну, классно, ребята, да? То есть фактически вакансия есть, но ты можешь просто заставлять кого-то из своих сотрудников совмещать. Ну, то есть это, безусловно, помогает спрятать цифры в статистике, но понятно, что это никак не улучшает качество нашей медицины. Да? И самое жуткое не то, что не хватает врачей. На самом деле врачей много где не хватает. Да? Вот в Польше тоже не хватало врачей, но, правда, сейчас их из Беларуси много понаехало, чему здесь очень рады. Но дело даже не в этом. Дело в том, что привычка всегда все прятать. Да? Мы уже обсуждали, что 90 тысяч лишних смертей от коронавируса благополучно умолчали. Сегодня вот наши коллеги из «Настоящего времени» написали текст о том, что в прошлом году в Беларуси была вспышка гепатита А, и она тщательно скрывалась, и стало известно только там утечка на какой-то конференции, и потом уже сливы документов подтвердили, что действительно 680 человек заболело гепатитом А. Ну, на минуточку, гепатит А – это профилактика, это от человека к человеку, это грязные руки, это источники заражения в виде пищи, это то, что сразу начинается расследование, выяснение и попытка пресечь этот поток.
Плюс это вакцинация, которая давно существует и которая тоже могла бы помочь части этих людей сохранить свое здоровье. А гепатит А вроде бы штука достаточно не смертельная, но неприятная, долгая и влияющая на качество жизни потом очень и очень надолго. Да? То есть смысл скрывать такое, ну, я прям не могу понять. Это реально просто опасно. Да? Это угроза национальной безопасности напрямую. Ну, хорошо, что их 680, а если бы больше? А если это дети, детские коллективы? То есть здесь про такие кейсы, там, 5-7 случаев, это уже заметка, это уже расследование, это уже мойте руки, не употребляйте в пищу необработанную, недостаточно обработанную еду. Это уже тут же поиски откуда. Допустим, где там в Голландии, по-моему, был случай, там первые 10 заболевших, расследование в замороженной чернике нашли, большую партию тут же отозвали. Это было моментально, и статья в газетах появилась тут же, потому что важно найти, важно остановить. Да? Насколько безответственно мы готовы замалчивать такие факты. Ну, слушайте, я надеюсь, что мы не будем замалчивать там эпидемии ВИЧ, менингита, других страшных заболеваний. Можно, извините, белорусов и так не так много осталось уже, да? Так можно к 50-му году остаться, извините, вообще без беларусаў з такім мінздравам. Так і тым больш, што чым гучней ты пра гэта гаворыш, тым хутчэй ты вырашаеш гэту праблему. Тут же ясная корреляция. Именно. И здесь ты не должен как бы бояться за свое место, потому что ну, ты же не виновник этого. Ты вырашаешь проблему. Ты фактически отвечаешь, если ты ничего не сделал, да, никого не предупредил, замолчал, а сотни людей заболели. Да. Это фактически тебе иск можно выкатывать Минздраву, почему я не был предупрежден, вакцинирован, там, своевременно уведомлен и так далее. О рисках, угрозах. Ну, в общем, это как обычно. Да? Наше родное государство нас бережет от всякой лишней информации. І зноў жа, як яны яшчэ спрабуюць вырашыць гэтую праблему з недахопам кадраў, ціснуць на прыватны медыцынскі сектар. То бок ясна, што ўмовы ў прыватным сектары нашмат лепшыя, але ну не прыватны ж сектар у гэтым вінаваты. Так? Стварайце добрыя ўмовы ў дзяржаўным медыцынскім сектары, так? Стварайце людзям матывацыю ісці туды працаваць да вас. Так? А так па выніку яны хочуць забараніць спецыялістам, якія не адпрацавалі ў дзяржсектары, ісці умоўна ў прыватны. Да, тем более, там, по-моему, 7 лет надо отработать в госсекторе, причем 3 года непосредственно перед твоей попыткой перейти в какую-то частную клинику. Лучше не будет в этой сфере, ресурсов нет, ресурсов становится все меньше. Мы с тобой, когда упоминали первые действия Турчина, мы еще не вспомнили его первый визит в Москву. Это очень знаковая штука. Лукашенко ему давал напутствие, сколько всего он почти порешал, и тому надо буквально там по нефти, по газу, по кредитам, по отсрочкам и еще чуть-чуть, значит, по импортозамещению договориться. Ничего из этого не случилось. Мы получили только отсрочку по своим старым долгам. Да? Российских денег не будет, лишних денег не будет. Поэтому первый, кто пострадает, ну, понятно, что погоны – это защищенная статья бюджета, да, остается вот всякие сирые, убогие, больные и так далее. Да? На этом будут экономить. Трэба яшчэ, канешне, пра будучыню беларускую пагаварыць. Вось зараз акурат ажыў сайт беларускага праекта «Банк новых ідэй», дзе акурат розныя візіі цяпер з'яўляюцца, якой можа быць будучыня Беларусі пры розных сцэнарах. Там ёсць як пазітыўныя, так і негатыўныя. Что ты думаешь, когда ты думаешь про будущее Беларуси? Слушай, мне кажется, что сейчас очень хорошее время думать Беларусь, да, потому что все ломается, потому что традиционные сценарии, которые мы видели, предполагали и считали наиболее возможными, они сейчас уже далеко не кажутся очевидными или единственно возможными. Да, там был апокалиптический сценарий, там Беларусь становится частью России де-факто, была идея, мечта о новой Беларуси. Хотя на самом деле мне нравятся и другие расшифровки. Наша Беларусь, настоящая Беларусь. И, безусловно, шансы на это есть. Другой вопрос, в каком виде они могут быть реализованы сейчас, когда действительно ломается все, когда та демократия, на которую мы не то что могли рассчитывать, но которую мы примерно себе представляли, как ее можно получить и как она могла бы работать, сейчас есть ощущение, что, наверное, она недостижима в том виде, в каком мы ее хотели, и она не будет работать даже в странах, где она многие годы
уже была, да, она трансформируется во что-то другое, да. Поэтому, кому интересно, есть замечательный текст Димы Крука и Регора Остапени, да. Это важная штука, об этом важно думать сейчас, да. Мне даже в комментариях написали люди: только что, так как новая Беларусь отменяется? Нет. Ну, нет, она не отменяется, просто идея трансформируется, да. И есть там антиутопия про будущее Беларуси, там она часть России, это грустно. Кто хочет всплакнуть, можно почитать. Есть текст Насти Костюговой, который «Утопия», где прекрасная Беларусь будущего, где в Беларуси не демократия, но неократия, где ставка на технологический суверенитет, вот она трансформирует Беларусь в такое государство. И даже Россия не против, просто потому что это что-то новое, любопытное и не связанное напрямую с выбором Беларуси западного вектора. Это какой-то свой путь. Да, там где... основная ставка на эффективный менеджмент. Да, принятие решения. На проектные, на решения, где элита – это те, кто решают какие-то конкретные вопросы, где команды создаются под какие-то задачи, где элита – это не те, кто держит власть, а те, кто решает вопросы. Да? Ну, это утопия. Понятно, что это утопия, это такой жанр. Ну, жанр очень симпатичный, и, мне кажется, очень важно для того, чтобы примерно себе представлять эту самую нашу Беларусь, сейчас думать разными сценариями, думать разными возможностями. Перебью тебя, потому что я аккурат, когда читала эту колонку про неократию, так, эту мару про некую позитивную становчую будучыню, я просто вось аккурат зараз дачытваю ўжо кнігу «Чаму адны краіны багатыя, а іншыя бедныя». І там няма пра Беларусь, але насамрэч там вся кніга пра Беларусь, разумееш? Я чытаю гэтыя тысячы прыкладаў, ну ладно, не тысячы, ну дзясяткі прыкладаў з гісторыі розных краінаў, розных рэгіёнаў, там реально просто раскладзеная гісторыя ўсяго свету з паралелямі і тлумачэннем, чаму так адбылося. Чаму умоўна тут дыктатура, тут просто эканамічны правал, эканамічная дзірка просто на мапе, так? А тут ёсць паспяховыя нейкія прыклады таго, як все іншыя краіны хочуць жыць, чаму так сталася, як да гэтага тыя ці іншыя прыйшлі. І, конечно, я ў гэтым кантэксце ўвесь час думаю пра нас, пра Беларусь, чаму так, як ёсць у Беларусі, і вельмі відавочны адказ. Просто гэта пісаная гісторыя, яна паўтараецца паўсюль, па ўсім свеце, што як толькі ў краіне да ўлады дарываецца нейкая група, эліта, якая не працуе на тое, каб зрабіць лепш іншым, так, а працуе на тое, каб утрымаць сваю ўладу, то нічога добрага з гэтага не выходзіць. І гэта абсалютна беларускі кейс, так? Экстрактыўныя інстытуты, то бок гэта асноўнае паняцце ў гэтай кнізе, так? Гэта інстытуты, якія працуюць акурат на прыгнёт, на тое, каб взяць з чалавека максімум, аддаць яму мінімум, то бок проста высмоктванне ўсіх рэсурсаў з краіны для таго, каб забяспечыць верхушку уладную, каб у іх былі грошы, асабнякі, машыны, каб яны шыкоўна жылі, так? І яны не зацікаўлены ў тым, каб грамадства развівалася, Таму што як толькі пачынае лепш жыць грамадства, і з'яўляюцца патрэбы, амбіцыі, як толькі ў нейкага чалавека з'яўляюцца грошы, ён патэнцыйна можа стаць новым палітычным лідарам, тому што ты, калі маеш грошы, ты можаш уплываць на працэсы. І гэта настолькі пра Беларусь, што вось дарвалася да ўлады група, якая насамрэч мае на мэце толькі адну мэту, гэта захаваць сябе і свае рэсурсы, і высмактаць з грамадства ўсё, што можна з яго высмактаць, не даць яму падняць галаву. Гэта тыповая абсалютна гісторыя, яна паўтараецца паўсюль, проста ва ўсіх бедных краінах яна паўтараецца. Адзінае, конечно, што мяне ў этой всёй гісторыі засмучае, што вырвацца з гэтага кола вельмі складана. То бок, каб вырвацца з кола, павінна радыкальна штосьці змяніцца, хтосьці павінен прыйсці ў гэтую ўладу, не такога тыпажу. І такое вельмі рэдка здараецца, тому што калі хтосьці прыходзіць на змены, звычайна прыходзіць з тымі ж самымі установкамі. І гэта чаму, напрыклад, пасля таго, як калоніі былыя атрымалі незалежнасць, там прыйшлі яшчэ горшыя рэжымы, якія проста ўзялі тыя самыя экстрактыўныя вось гэтыя дыктатарскія практыкі і яшчэ больш узмацнілі іх. То бок людзям пасля прыходу да ўлады тыпу незалежных уладаў, так, якія павінны былі б працаваць на карысць сваіх народаў, стала яшчэ горш жыць.
Слушай, ну, у меня есть надежда на то, что сейчас реально меняется глобальное мироустройство. Ты заметила, кстати, что авторитарные лидеры используют одну и ту же терминологию? Трамп все говорит, что ему надо встряхнуть мир, и Лукашенко без конца повторяет, как ему важно встряхнуть вертикаль, да, насколько разные масштабы встряхивания вы можете оценить. Да, насколько разные возможности. Я надеюсь, что окно возможностей в Беларуси все-таки будет. Потому что, да, ситуация сложная, но насколько часто все-таки рост начинался с проблем, когда отталкивались от дна, когда, грубо говоря, там, поражение в войне становилось стимулом для того, чтобы что-то изменить. И, в общем, ну вот это сейчас аналогия модная, да, Украины с Финляндией, которая потеряла территории, потеряла... Але атрымала да, шанец на но будущее. получила шанс построить нормальную страну и смогло это сделать. Поэтому давайте видеть эти возможности, давайте подумаем над какими-то сценариями, которые, безусловно, там, не знаю, там 30 положительных сценариев для Беларуси в течение ближайших 10 лет. В том числе самые чудесные это могут быть. Ну, вот реально могут быть разные люди оказаться у власти, да, как это было в той же Испании, да, когда чуть ли не Франко сам назначал своего преемника, который оказался другим. Ну, так бывает. І насамрэч гісторыя пацвярджае гэта нават у кнізе там і гаворыцца пра тое, што насамрэч вось гэта акно магчымасцяў яно можа здарыцца ў любы момант, але таксама ён можа здарыцца як у плюс, так і ў мінус. Умоўна, ніхто не гарантуе, калі ў цябе сёння дэмакратыя і людзі маюць правы, свабоды і шанец на шчаслівае жыццё, што заўтра гэтаксама так і будзе. То бок гэта ўсё можа ў Придет любы Трамп момант... и введет пошлины и сделает много странного, да, и никто не поверит, пока это не случится вот прямо сейчас и с нами, да. Да, ну, поэтому там есть и антиутопия, так что любители апокалипсиса могут писать 30 сценариев для Беларуси, какие ужасы с ней еще могут произойти в ближайшие 10 лет. І, канешне, я б, напэўна, яшчэ, калі думаю пра будучыню, я згадваю Homo Deus Харарі, дзе ён вельмі класна як бы фантазіруе, да, на тэму будучыні і штучнага інтэлекту. Таму што мне здаецца, што гэта ключавое. І мы проста зараз бачым на вачах, як кожны дзень ён удасканальваецца, становіцца разумнейшым і разумнейшым. І калі ў гэтым кірунку думаць, то сапраўды там вельмі шмат ідэй пра тое, што нас чакае, у тым ліку, што можа з'явіцца нейкая суперэліта з доступам да баз дадзеных і тэхналогій, і умоўна атрымаць кантроль над чалавецтвам, і мы можам сутыкнуцца ўжо ў нейкай там будучыні з тым, што мы будзем непатрэбныя ўвогуле, тым, што нас заменяць тэхналогія, а невялікая група эліт з доступам да грошай, тэхналогій і баз дадзеных будуць кантраляваць свет. Абсолютно. С учетом успехов анти-эйдж технологий, то диктаторы станут вечными. І гэта таксама вялікія рызыкі і для нас, і на падумаць. Карацей, хочацца верыць у лепшую будучыню, але хто яго ведае, што нас чакае. Мы готовы. Дзякуй, Воля, дзякуй, сябры, што былі з намі. Падпісвайцеся на канал ТОК, каб глядзець нас і далей. Гэта быў аналітычны выпуск ТОК з эканамічнай глядальніцай і галоўнай рэдактаркай плана Б Воляй Лойка. Я нагадваю, што нас можна падтрымаць рублём, і мы будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя. Зрабіць гэта вельмі проста, перайшоўшы па QR-кодзе на экране альбо па спасылках у апісанні. Так вы сапраўды дапаможаце нашаму праекту развівацца. Дзякуй, што вы з намі.